Меня зовут Арина, моя дочь Аяна родилась 4 октября 2018 года на 34-й неделе в Национальном центре медицины. Я поступила на сохранение за месяц до этого, потому что у меня было низкое прилежание плаценты, и поэтому врачи, в принципе, прогнозировали, что будут ранние роды возможны. На 10-й день пребывания в перинатальном у меня ребенок перестал шевелиться практически. Баллы КТГ были очень низкие, такие неустойчивые, то как бы сердцебиение ребенка как бы то слушали, то нет. Взяли небольшую паузу, сделали УЗИ обследование, и оказалось, что резко увеличилось количество околоплодных вод. То есть ребенок фактически стал задыхаться под весом этих вод. На самом деле причина до сих пор непонятная, потому что таких каких-то предпосылок не было. Я не простывала. Когда УЗИ, когда поступала в медцентр на сохранение, было идеальным. Анализы тоже все были нормальные. То есть так получилось. Соответственно, мне назначили экстренное кесарево сечение, чтобы спасти жизнь ребенка. И в 15 часов 4 октября она родилась на свет с весом, в принципе, неплохим, 2400. И самое главное для меня было то, что моя дочь дышала сама. Когда меня повезли на операцию, вместе со мной в операционную завезли инкубатор, этот кювес, который обеспечивает жизнедеятельность ребенка. И в тот момент, когда этот кювес вывезли из операционной, для меня это был такой переломный момент, что у нас, значит, все будет хорошо. Что мой ребенок дышит сам, что она может, что у нее есть сосательный рефлекс, и, значит, все не так уж будет плохо. Очень боялась с ней что-то делать. Эти ножки, ручки крошечные. Казалось, что она господи, я боялась долго очень постричь ей ногти, потому что ногти у меня были совсем крошечные, такие прозрачные, пальчики чуть ли не такие, тоже все просвечивалось, вообще непонятно было, что где. Потом я приехали как-то с выписки домой, я кошку, свою на руки взяла. Кошка мне показалась, что она очень тяжелая. До этого кошка весила 3,5 килограмма тогда, а ребенок 2,5. И я такая, боже мой, какой контраст, оказывается. Было это ощущение полностью такого, что мне хочется ее от всего защитить абсолютно. Даже еще больше, потому что я прошла эту черту, грань, когда я боялась, что реально я выйду вообще без ребенка, то есть, потому что я помню эту ночь накануне, когда сказали врачи, давайте понаблюдаем, я практически не спала, я ее очень просила, пыталась ощутить эти ее толчки привычные, я давала ей слушать музыку, хотя бы как-то, чтобы показать, что я с ней рядом, чтобы она самое главное было дотянуть до этого времени. Я очень боялась, что с ней что-то случится, поэтому это было такие смешанные ощущения и облегчения, и одновременно дальше такого ужаса, что ребенок какой-то будет особенный, что я как-то не справлюсь. Немножко отставание по физическому развитию, в соответствии со сроком, то есть это тоже на 2-3 месяца, Она позже начала переворачиваться, позже ходить, позже вышли зубы, говорить она тоже стала позже, Но я считаю, что мой опыт был более такой еще обнадеживающий. Мы находились примерно 2 недели до выписки. Врачи ждали, пока она начнет прибавлять вес устойчиво, потому что некоторое время вес стоял. Для недоношенных, как оказалось, это тоже так типично, что они так раскачиваются, первый месяц у них такое некое плато веса, после этого идет резкий набор постепенно. Были вопросы по зрению, потому что у недоношенных детей часто бывает проблема ретинопатии, плохого зрения, плюс у нас у ребенка генетически была предрасположенность к плохому зрению, потому что ее родители, мы оба носим очки, поэтому особое внимание было к этой стороне. И поначалу, первые полгода, год вызывало беспокойство, у врачей этот момент, но в год у нас уже все выровнялось со зрением.
Нужно очень много терпения, насколько я понимаю, потому что вот мы провели там около 2 недель, но люди проводят иногда вот по месяцу, по 2, да, там до тех пор, пока врачи не сочтут, что ребенок достаточно готов к выписке, да, чтобы быть дома. Сложно такой дать совет, наверное. Главное терпение, да, и вот не терзать себя вопросами, для чего, зачем, почему, что, кто виноват и так далее. Это ничем не поможет инструктивно. Главное доверять врачам, потому что на самом деле, ну вот в Якутии я считаю, что у нас очень внимательные, да, вот врачи, именно вот неонатологи, все, кто занимается вот здоровьем там вот недоношенных детей, им нужно доверять, прислушиваться к их советам, к их рекомендациям. Еще что, ну, родственникам нужно быть, постараться быть, опять же, тактичнее с родителями таких малышей, тоже, опять же, вот немножко придержать при себе вопросы, да, там вот по развитию там ребенка, о том, что что-то вот у вас не так, потому что родители, они сами все прекрасно знают, они все прекрасно понимают, они чувствуют, и лишние, как бы, вот такие вот вопросы, это вот, ну, как бы лишняя боль, потому что, ну, может быть, кажется там кому-то со стороны, что родители недостаточно там что-то делают, занимаются, но на самом деле, поверьте, вот родители торопыжек, они вот выкладываются вообще на 158, 160%, на 200%. Занимаясь здоровьем своих детей. Я бы себе посоветовала меньше волноваться, но когда ты находишься вот в том самом моменте, когда ты вокруг тебя там другие родители там говорят, что вот наш там малыш там перевернулся, наш малыш там то-то, ну или иногда так бывает, что там какие-то вопросы там бестактные, там, почему у вас только там 2 зуба, типа в это время должно же быть там уже 4, 6, 7, 8. Начинаешь немножко нервничать, конечно, сложно воспринимать такие советы, но я вот опять же хочу советовать еще раз обратиться к родителям, что сравнивайте своего ребенка только с ним самим, не с другими, не с чужими. Ну, это, наверное, универсальный совет для всех родителей, но для родителей торопыжек, мне кажется, он особенно тоже актуален, потому что не надо забывать, что наши дети все равно немножко особенные. Ну, может, прозвучит банально, но, конечно, это любовь к своему ребенку. Здесь еще очень важно именно тоже поддержка иметь. Вот, если семья полная, то поддержка супруга должна быть, да, обязательно. То есть у нас, я помню, что первый месяц после выписки особенно у меня было такое чувство, я не хотела вообще никого подпускать к своему ребенку, потому что я очень боялась ее потерять. Мне казалось, что только я знаю, да, что, как с ней обращаться, да, там. И мой муж, он настойчиво, да, там, упорно там, просил, чтобы я ему что-то там вот объясняла, как ухаживать там, за ребенком, что нужно сделать, почему он там плачет, да, там, что может ему помочь так или иначе, да, там, брал какие-то, даже там полчаса, там, допустим, я похожу с ней там на руках, да, ты иди там сходи, там, хоть погуляй даже там просто, да. За это я ему очень благодарна. Я понимаю, что такое, может быть, встречается не в каждой семье, да. Часто матери приходится нести этот груз самой, особенно там, если там мужья, там какая-то работа, да, отнимает очень много времени или так далее. Но я очень тоже прошу, чтобы в этом случае как бы поддерживали родители, там, мама, подруги, друзья становятся очень хорошим таким ресурсом, да, которые могут выслушать. Поэтому очень прошу вот, проявить вот близкое окружение там, матери, которая столкнулась вот, с таким испытанием, подойти с пониманием, постараться вот, помочь психологически, даже там просто в каких-то обычных вещах, да, там продукты прикупить, там, да, домой принести, помочь там убраться дома, еще что-нибудь. Даже там просто вот действительно 15-20 минут там ребенка подержать на руках, пока там мама там просто выйдет на улицу, хоть посмотрит, да. Дела у нее отлично, лучше всех. Она ходит в садик, там всех строит, как сказала в пятницу, у нее лидерские, ярко выраженные качества. Она очень бойкая, шустрая, любознательная, много говорит, поет. Очень забавно, и я удивляюсь этому контрасту, когда пересматриваю там видео, то есть там, ну, мне казалось, что она, в принципе, так, ничего, такая активная, но там, оказывается, она так лежит, и там еле так очень слабенькая. Она практически не плакала,
Ну, такое вот было кошачье такое мяуканье, да. Стоит себя похвалить, что, наверное, видимо, все-таки у нас получилось, что мы с ней молодцы. В первую очередь она. Потому что у ребенка, наверное, нет такого чувства там паники, ужаса, да. Ребенок, он развивается, растет, и ей классно видеть этот мир. И нужно постараться вот как бы спуститься вот к своему ребенку, почувствовать такие эмоции. Честно говоря, как я нашла страницу фонда «Право на чудо», возможно, была контекстная реклама или что-то такое. Но я просто была в шоке, что, оказывается, есть целая такая кладезь информации. Почему я так поздно ее нашла? Но с другой стороны, как раз это приближалось, по-моему, время, вот как раз 17 ноября, ко дню недоношенных детей, и у них на странице там появилось объявление, что мы ищем волонтеров, которые помогут в организации, да, в регионах мероприятия имени Фиолетова. Ну, я взяла и согласилась, написала им. Почему я это сделала? У меня тогда было немножко больше времени, потому что дочери уже было 2 года, она уже стала более самостоятельной, и мне хотелось решить какие-то дела. Сейчас я уже вот как волонтер, как человек, знающий о том, что есть такой фонд, недавно помогла тоже своей подруге, у которой ребенок родился на 30-й неделе, если не ошибаюсь. Она лежала, плакала как раз в роддоме, не зная, что делать, что быть дальше с ее ребенком, что ребенок был на ИВЛ, тем более. Я сразу же посоветовала связаться с психологами фонда, да, по бесплатной горячей линии. Она записалась в онлайн-школу для родителей недоношенных детей, и вот это и сразу помогло как бы обрести какую-то почву под ногами. Поэтому я очень еще раз советую родителям найти этот фонд, посмотреть материалы, как минимум. И я знаю, что у них есть еще региональные чаты WhatsApp для поддержки родителей, где тоже родители могут друг с другом общаться, делиться успехами там своих малышей, там просить о помощи. Больше для меня, для общества, о том, чтобы другие люди знали о том, что есть такая проблема. Проблема, может, жестко звучит, но ладно, пускай так и будет. О том, что это намного чаще встречается, о том, что роды бывают разными, о том, что выписка бывает разная, о том, что дети развиваются по-разному. И это не зависит от того, что там мать, обычно говорят, мать там пила, курила, еще что-то. Нет, это вот просто вот так, опять же, просто так происходит, и это нормально в том плане, в ключе того, что это происходит часто, и что нельзя отворачиваться от друзей и родных, у которых родился торопышка, что как информационная какая-то часть, чем семьи могут там поддержать, да, там своих родных в этой части, о том, что этот день также о том, чтобы понять, поддержать других родителей, потому что в тот момент, когда тебе говорят, что у тебя начинаются там роды раньше времени, о том, что сейчас тебе срочно мы тебя направляем на операцию, да, тебе кажется, что ты вот полностью один, ты плывешь в холодном темном космосе, и как бы никто тебя не услышит, как говорилось, да, там, в известном фильме. На самом деле это не так. Таких родителей очень много, но история вот Нини Фиолетовой — это о том, чтобы родители знали, что они такие не одни, о том, что они могут протянуть свою руку, да, и получить свое право на чудо.